Республика. Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». Настраиваемся на рабочий режим вместе с нами. Начинаем день только с хороших, добрых новостей и с полезной информации. В студии работает Катерина Винокурова. Сегодня 12 января, день недели, вторник. И давайте узнаем, что нам сегодня готовит погода. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 48, минус 52 градуса. Днем ожидается минус 40, минус 48. В Заречье минус 47-54 утром, днем 43, минус 48. В южных Улусах минус 38 утром, днем до минус 28 градусов. В Вилюйских Улусах минус 48, минус 50 утром, днем минус 39, минус 44. В Нижнеленских минус 41, минус 46 утром, днем минус 42, минус 45 градусов. В западных Улусах минус 40, минус 42 утром, днем минус 37, минус 44. В Колыменде-Гирских минус 33, минус 46 утром, днем ожидается минус 31, минус 42 градуса. В Янских Улусах минус 49, минус 50 утром, днем минус 36, минус 43. В северо-западных Улусах минус 21, минус 39 утром, днем минус 27, минус 37 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 50 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый 0 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 44, минус 46 градусов. Актированный день сегодня объявлен для учащихся с 1 по 11 классы. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы всегда можете написать нам на WhatsApp номер 8 914 279 2262. Будь то поздравления, пожелания для нас и наших гостей. Ну а далее я хочу передать слово своим коллегам из информационной службы, после чего буквально через 4,5 минуты встречаемся снова в нашей студии. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Задачей номер один на ближайшие месяцы станет массовая вакцинация от коронавируса. Об этом заявил Айсан Николаев на первом совещании оперштаба в этом году. Глава Якутии заявил об улучшении эпидобстановки в республике. Однако он отметил, что наблюдается рост числа заболевших в некоторых районах, например, в Алданском и Мегино-Кангаласском. Айсан Николаев поблагодарил членов оперштаба, все структуры, задействованные в борьбе с коронавирусом, за работу в новогодние праздники. Заболеваемость в каникулы снизилась на 40%. Также глава поручил Кабмину совместно с Роспотребнадзором выстроить четкую маршрутизацию получения вакцины, в том числе разработать временные пункты для вакцинации в организациях, где работает более 1000 человек. Более 136 километров федеральных автодорог Вилюй-Колыма отремонтировали и построили в регионе за прошлый год. По информации пресс-службы Упордор Вилюй, введено в эксплуатацию 26 объектов строительства и ремонта. В рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры» в октябре открыли новые мосты через реку Тюкян длиной 267 метров и через реку Малая Бутуобая длиной 191 метр. Отмечается, что благодаря строительству этих объектов удалось обеспечить круглогодичное движение и ликвидировать понтонные переправы. Кроме того, завершили реконструкцию мостов через реки Улаханан, Мугур и Сасар-Юрях.
Якутское кино выходит во всероссийский прокат. Фильм Дмитрия Давыдова «Пугало» впервые в истории региона покажут на экранах страны. По словам экспертов, он может стать самой кассовой якутской кинокартиной, которая заработает более 16 миллионов рублей. «Пугало» вошло в список самых ожидаемых фильмов 2021 года по прогнозу портала «Бюллетень кинопрокатчика». Премьера в кинотеатрах страны запланирована на 18 февраля. Между тем, еще одна якутская лента «Царь-птица» вошла в число главных фильмов десятилетия России, что тоже является очередным триумфом региональной киноиндустрии. И это говорит о том, что якутское кино, как кино из регионов, оно очень серьезно, уже вышло на новый уровень, с нами считаются, да, за нами следят. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы наше кино дальше развивалось, и мы, достигнув определенных каких-то результатов, не почивали, скажем так, да, на лаврах и так далее, а двигались дальше. Время пришло, когда регионы тоже начинают в направлении кино работать, потому что помимо Якутии, конечно, есть и другие национальные республики, где снимается кино. Но мы можем сказать честно, что мы одни из пионеров с момента создания кинокомпании «Сахафиль» с 90-х годов. То есть это период, когда мы начинаем пожинать плоды, что неспроста, скажем так, организовали эту структуру, да, и нацелены, готовились к тому, чтобы были свои кинопродукты, были свои авторы. Далее о спорте. Бойцы клуба «Сахарестлинг» ММА Узаир Абдураков и Октябрин Яковлев подписали контракты с лигой Eagle FC, которую возглавляет чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. После подписания контракта Узаир Абдураков из Тампонского района бросил вызов действующему чемпиону лиги GFC Мехди Дакаеву из Чеченской республики, представляющего клуб «Ахмат». Отмечается, что у якутского спортсмена 10 досрочных побед и 3 решения. А уроженец Сунтарского района Октябрин Яковлев провел 5 поединков. Он дважды финишировал соперников досрочно. Синоптики прогнозируют холодную погоду без осадков в начале первой рабочей недели в республике. Ночью температура воздуха в центре региона будет варьироваться от минус 48 до минус 53 градусов. Днем опустится до минус 44, минус 49, сообщили в якутском УГМС. В заречных районах на северо-востоке региона прогнозируют 51-56 градусов мороза ночью, днем минус 47, минус 52 градусов ниже нуля. На остальной территории Якутии местами ожидается небольшой снегопад. Температура воздуха составит 37-42 градусов ниже нуля. К этому часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо коллегам, и мы продолжаем вас знакомить с интересными новостями. В Мадриде впервые за 80 лет выпал снег, полностью парализовав транспортную систему города, но местные жители воспользовались природной аномалией, и знаменитый бульвар Кастильяно был превращен в горнолыжный склон. Как пишет один из жителей Мадрида в Твиттере, люди едут на метро до площади Пласа де Кастилья, спускаются до железнодорожного вокзала Аточи и оттуда на метро отправляются обратно на площадь, чтобы повторить маршрут. Кое-где сугробы составили почти 1,5 метра. Международный аэропорт Мадрид был закрыт. Из-за закрытия трасс многим пришлось сидеть в автомобилях по 14 часов и больше. Власти столицы убедительно просят местных жителей не выезжать на автомобилях. Делать это можно только в случае крайней необходимости и с цепями. Кроме того, мэр города обратился к горожанам с просьбой не выходить из дома. Но, как мы видим, мало кто к этой рекомендации прислушался. Мечта детства после посещения зоопарка взять себе хотя бы одного животного. И не важно, что у этого зверя есть огромные когти и зубы, а в малогабаритной квартире он будет смотреться как слон в посудной лавке. Другое дело, что реальные шансы привести кого-то домой очень низки, поэтому приходится придумывать что-то другое. Например, компания Google нашла интересный способ, который позволяет без проблем обзавестись домашним зоопарком. Сегодня там можно найти 50 новых 3D-моделей различных животных. Некоторые из них выглядят довольно правдоподобно. Среди коллекций Google можно встретить разные породы собак, а также некоторых диких животных вроде тигра или медведя. А для того, чтобы такое животное появилось у вас в квартире, достаточно вбить его наименование в поисковике Google, найти значок куба или подпись «Смотреть в 3D» и нажать.
Затем выбрать «Посмотреть у себя», и дикий зверь или незнакомая вам порода собаки появится прямо у вас на экране. Пока это все еще способ развлечь себя на пару минут, но потенциально это шанс избавиться от настоящих зоопарков, где диким животным приходится несладко. Ну а далее предлагаю ознакомиться с астрологическим прогнозом на сегодняшний день. Овен. Возможны сложности на работе. Начальство может делать вам критические замечания и, возможно, заставит переделывать ранее выполненную работу. Во второй половине дня хорошо решать спорные имущественные вопросы, мириться, если поссорились. Вечером лучше посидите дома. Телец. В какой-то мере профессиональная деятельность сейчас вас будет тяготить. Возможно, вы ждете перемен, а может, просто хотите отдохнуть. Постарайтесь более четко планировать свое время и действия. Жизнь сама поставит вас в жесткие рамки, в которых придется жить. Тем не менее, нельзя опускать руки и сдаваться. Близнецы. Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас стоит задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с вами общими интересами. Проэкспериментируйте с внешностью, смените имидж, это придаст вам веса в глазах коллег. Рак. Удачное время для профессиональной деятельности. Вы сможете справиться со многими задачами. Скорее всего, вам поступят интересные предложения. Удастся завести полезные знакомства. Избегайте серьезных трат, иначе можете остаться на мели. Лев. У вас появятся интересные идеи. Не стесняйтесь общаться с тем, кто может помочь в их реализации. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности. Это удачное время для встреч с людьми, с которым вы питаете теплые чувства. Дева. Особых изменений произойти не должно. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Идет удачное время для покупок, приятных посиделок в компании друзей. Не исключено интересное романтическое знакомство. Весы. Этот день может оказаться напряженным, поэтому ничего серьезного не планируйте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите. Зато вы можете рассчитывать на понимание и поддержку семьи и друзей. Скорпион. Этот период располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен. Возможно, новое перспективное знакомство, либо возобновление старых любовных отношений. Обратите внимание на состояние здоровья, возможно, проблемы с кишечником и почками. Стрелец. Сегодня нежелательно браться за работу, связанную с серьезными физическими нагрузками. Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций, а это может спровоцировать конфликт. Зато в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы. Главное не брать на себя повышенных обязательств. Козерог. Сейчас многое зависит от вас. Вам хочется быть в центре внимания, но все же не стоит идти напролом. Хорошее время для того, чтобы слегка изменить имидж, обновить гардероб. Возможны конфликты с родственником, поэтому старайтесь не обращать внимания на мелочи и не раздражаться по пустякам. Хорошее время для практичных покупок и обновления бытовых приборов. Водолей. Не позволяйте себе лениться. Хорошее время для того, чтобы начать ремонт или просто навести порядок в доме. Родственники могут предложить помощь, но сейчас лучше полагаться только на себя. Не самый удачный период для новых знакомств. Пока лучше не расширять круг общения. Но и от старых знакомых отказываться не стоит. Как говорится, старый друг лучше новых двух. Рыбы. Постарайтесь в этот день не переутомиться и не проявлять упорство в делах, которые на данном этапе вам не под силу. Хорошее время для встречи со старыми друзьями. Вы сможете получить от них интересную информацию. На работе все получится. Сейчас не стоит брать и давать деньги в долг, тем более обращаться в банки за кредитом. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии.
Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Саха серинеке немекетигер тута хороллах алруса компания туладыр эйкене карыстыр. Ол тугар оңорон тахары тобогун булгутчурастыр онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричествоны ылар. Туханылы битсердери чөлгөр төһерер. Саха серин айылкатын нарыннам чекеретин уянын карыстыр сүдү кыгын билинер. Алруса саха компанияда. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. 12 января на календаре, день недели вторник. Напомню, что сегодня актированный день объявлен для учащихся с 1 по 11 классы. Мы продолжаем. Лицеисты Северо-Восточного федерального университета стали лауреатами 25-й республиканской научной конференции конкурсе молодых исследователей «Шаг в будущее». Об итогах конференции мы сегодня будем говорить с нашим гостем, ректором Малой академии наук республики Василием Павловым. Василий Климович, доброе утро. Доброе утро. Ну, формат конференции был дистанционным, насколько я понимаю. Насколько он удобным оказался в этом году и сколько участников собрал конкурс в этот раз? Формат оказался исключительно удобным, потому что здесь у нас, значит, очень большая экономия по транспорту, по логистике. И также сделала наш конкурс исключительно транспарентным, открытым, демократичным, потому что на всех наших Zoom-платформах могли присутствовать также все те, кто интересуется защитами ребят. Исключительно интересно, потому что многие люди со всех районов республики могли подключиться и сами слушать все, что происходит. И это дает очень такой хороший опыт для ребят, и они могут услышать, как защищается работа, видеть все это, и это замечательно. Всего у нас приняло участие рекордное количество детей, 1740 участников было на Zoom-конференции у нас, с более чем 200 экспертов, их работы принимали, они защищались перед ними, и вопросы задавали, спрашивали, отвечали. И всего работ было у нас 1631 работа, из них 1586 работ защищались по Zoom. Фактически, получается, вся республика принимала участие. Это представители школ, 356 школ со всей республики. Поэтому в этом году это исключительно такой урожайный год, 25-летний юбилей нашего конкурса, который был основан в свое время нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым. И самым главным организатором был Владимир Петрович Ларионов, наш академик, первый из народа Саха. И поэтому мы достойно носим его имя. Ну, конечно, хочу ответить, отметить, что у нас появились такие очень сильные команды района. Хочу отметить Абыйский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Кобяйский, Алекминский, Чурапчинский улусы, которые имеют своих уже лауреатов. Это очень отрадно, замечательно. И также Мирный, Намский, Нерюнгри, Хангаласский улус, Таттинский по 2 лауреата имеют, Мигино-Хангаласский 3, Усть-Алданский 4, город Якутск 7. И что самое интересное, это, так вы уже отметили, университетский лицей СУНС СВФУ, который имеет аж целых 4 лауреата. Это огромный успех. Поздравляю всех ребят, которые приняли участие. Действительно, огромный успех. Василий Климович, какие проекты были отмечены и прошли во всероссийский этап? У нас прошло более 200 работ отмечены, они получили рекомендации, будут принимать участие более чем 14 всероссийских конференциях, из них 4 являются такого очень высокого международного уровня, аффилированные к так называемой международной всемирной выставке инженерных проектов, которая обычно проходит в Америке. И также у нас, значит, более 10 конференций, это всероссийские конференции, перечневые, утвержденные именно с особым списком Министерством просвещения Российской Федерации. Так что, ребята, готовьтесь, это будет очень такой интересный, тоже в дистанционном будет формате. Ну, вот среди работ я хочу отметить, например, очень интересные работы у нас юного исследователя из Анабарского улуса, который исследовал экономическое состояние своего района, Игорь Черепанов, он также стал лауреатом фонда Баргары, Ижик Владислав,
из информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри, который сделал удивительное приспособление. Это умное зеркало, которое может с вами разговаривать, узнавать вас по голосу, по лицу. Это тоже замечательно, потому что человек работал с большими базами данных. И Алину Шабалину из Алёхминска, которая сделала очень интересную работу, многолетнюю, по дефициту воды в хвойных растениях. Тоже очень интересная, такая научная и довольно фундаментальная работа. Василий Климович, благодарю вас за подключение. Спасибо за отличные новости. Этим утром мы, несомненно, желаем ребятам дальнейших успехов и побед. Вам желаю отличного дня. До новых встреч. Спасибо. Как правило, слово «привычка» мы относим к негативному подсмыслу. Тем не менее, есть и положительные привычки, которые стоит выработать. Вашему вниманию предлагаем привычки, благодаря которым вы будете чувствовать себя намного лучше. Первое. Не ешьте перед сном. Привычка не есть перед сном станет самой основной из хранилищ вашего здоровья. Лучше всего вообще полностью ограничить потребление еды после 7 часов вечера. Употребление пищи на ночь замедляет вырабатывание мелатонина, благодаря которому приходит сон. Получается, что поздно ужиная, мы еще и плохо засыпаем. Вечерний голод способствует также к тому, что организм начинает перерабатывать собственный жир, экономя глюкозу. Второе. Пораньше ложитесь и пораньше вставайте. Спите не менее 7 часов. Недавно я прочитал интересную и познавательную книжку «Распорядок для великих людей». Почти 90% великих людей пришли к тому, что вставали в 4-6 часов утра. Это следование естественному ритму Вселенной. Идеальную систему разработала девушка с необычайным именем Элхама. Пейте больше воды в течение дня. Минимум 1,5 литра. Чаи, соки и другие напитки не являются заменой. Вода необходима для человеческого организма, так как служит надежным проводником питательных веществ и кислорода ко всем участкам тела, то есть вода улучшает метаболизм. Четвертое. Занимайтесь спортом или посещайте тренажерный зал. Если не получается, можно просто начать бегать, хотя бы 2-3 раза в неделю, хотя бы по полчаса. Занятие спортом, кроме очевидного плюса формирования хорошего тела, также является катализатором для повышения уверенности в себе. Не сколько от хорошего тела, а от того осознания, что есть занятия, которые делают тебя лучше. Пятое. Старайтесь не злиться и не злословить. Следите за своими мыслями и словами. Вырабатывайте привычку считать в уме до 10, если хотите сорваться. В мире работает закон притяжения, и чем больше негатива идет от вас, тем больше его идет в вашу жизнь. Шестое. Практикуйте релаксацию и медитацию. Это надо делать после всех утренних процедур, и это очень важная привычка. Фактически в современном городском ритме мы совершенно разучились расслабляться и почти всегда напряжены, а напряжение и зажимы планомерно разрушают нас. Даже 10 минут ежедневного расслабления самым чудесным образом скажутся на вашей нервной системе, тонусе и здоровье. Седьмое. Старайтесь больше ходить пешком. Откажитесь от машины, если расстояние не сильно большое. Откажитесь от лифтов. Больше гуляйте на свежем воздухе, особенно в парках и у водоемов. Ходьба – это аэробное упражнение, которое увеличивает приток кислорода в кровоток, способствует тренировке легких, а также снижает уровень токсинов и отходов. Надеюсь, наши полезные советы вам помогут, а мы продолжаем. Впервые в истории России прошел конкурс начинающих писателей коренных малочисленных народов Севера. И прошел он в нашей республике. Сегодня в нашей студии организатор конкурса писателей КМНС Дарья Мартынова на сцене. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Ну как же появилась идея конкурса, чья была инициатива и в чем его особенность? Ну, вообще, 2020 год был насыщен юбилейными датами, которые были посвящены нашим писателям. 85 лет исполнилось первому киевскому писателю Владимиру Санги. И также юбилеи отмечали Николай Савич Тарабулкин, Платон Афанасьевич Ламуцкий, Андрей Кривошапкин, Семен Курилов. Это та плеяда писателей, которые были первыми в своем роду. И учредителями данного конкурса являются Национальная библиотека Республики Саха-Якутия, Ассоциация писателей Якутии и также наши два союза писателей. Это Союз писателей Республики Саха-Якутия и Союз писателей Якутии. И также Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. В подобном формате вообще, как вы отметили, данный
конкурс проходил впервые. Особенностью явилось то, что мы не стали ограничивать ни возраст участников, то есть от 18 лет и старше мог участвовать любой конкурсант. И также мы не стали ограничивать язык произведений. То есть участники могли отправлять свои произведения как на своих родных языках коренных малочисленных народов Севера, да, и также на русском и на якутском языках. А сколько всего языков было? На конкурсе были представлены произведения на венском, эвенкийском, чукотском, коми-ижемском, ненецком, саамском, хантыйском, уилькинском языках. Они были с подстрочными переводами на русский язык. И также были произведения на якутском языке. И кроме того, на русском языке были представлены произведения нанайской, нганасанской, корякской и долганской литературы. А сколько всего, какой охват участников, сколько приняло участие? Ну, по-моему, там много было, да? Да, работ поступило очень много. Мы объявили о конкурсе в июле месяце, и с того момента у нас поступило 482 конкурсные работы. Всего приняло порядка 104 участников из 19 регионов Российской Федерации. Ну, это здорово. Да, охват большой. И, по-моему, несколько направлений было, да? Да, всего было 3 направления. Это проза, поэзия и драматургия. И вот как раз с нами сейчас подключаются, да, победители. Рада представить победителя по направлению проза Кирилл Косыгин-Каянто. Кирилл у нас из Камчатского края. Все верно, да, Кирилл? Да, с Корякского округа. Здравствуйте. Из Корякского округа, Слышно? да. И Наталья Батарова, победитель по направлению поэзия, также подключилась к нам из Хабаровска. Доброе утро, уважаемые победители. Доброе утро. Доброе утро. Но расскажите нам про свои работы, да, что вы представляли, как это все выглядит. Кирилл. С меня начнем. Ну, я вообще не ожидал, конечно, что именно деревянное копье мое выиграет. Вот. На самом деле это начало пандемии было, и у меня отец, он у меня мастер ДПИ, он мне подарил деревянное копье, и ну как-то само собой вот идея родилась про героя, который с этим копьем ездит по стойбищам, выискивает злых духов и, ну, то есть побеждает их, получается. Ну, очень просто, простая затея. В общем, как-то так. Ну, это получается, насколько вот длинное произведение получилось? Оно на самом деле не сильно длинное, то есть на пару страниц в Word, обычно. Так я изредка пишу сказки, они намного длиннее получаются. И на самом деле я думал, что или мой рассказ, или сказка, может быть, хоть какое-то место займет, но никак не деревянное копье, а получилось вот так вот. Ну, это был очень приятный сюрприз. Я вообще не ожидал, конечно, что я какое-то призовое место займу. Вот это очень приятный был момент. Здорово. Ну, Кирилл, вы писали на корякском языке, я понимаю, да? Нет, к сожалению, я писал изначально на русском, потому что корякским я владею только на бытовом уровне, и среди моих сверстников, это то есть 30 лет, практически, ну, не знаю никого, кто владел бы корякским так, чтобы на нем можно было писать. То есть это у нас более старшее поколение, 40 лет и старше. Спасибо. И то можно, ну, очень мало людей таких. Спасибо, Кирилл. Наталья, а вы нам расскажете, о чем ваша работа? Да, доброе утро. Свое стихотворение посвятила амурским столбам, которые находятся в Комсомольском районе Хабаровского края и по праву считаются первым чудом Хабаровского края. Они расположены в 154 километрах от Комсомольска на Амуре, ниже по течению. Что примечательно, вот эти столбы, они имеют возраст, можно сказать, они ровесники древнейших цивилизаций,
Поэтому, вы знаете, я не могла обойти эту тему. И я много видела фотографий, и мне очень понравилось вот эта тематика. Я решила посвятить свое стихотворение этим столбам. А как давно вы пишете, Наталья? Кстати, свое первое стихотворение я записала 31 июля 2020 года. Вот это стихотворение записала 6 августа, ровно через 6 дней. С момента написания, да. Вот так случилось, и причем совершенно случайно. Я начала писать стихи. Здорово. Наталья, Кирилл, мы вам благодарим вас за подключение. Отличного вам дня сегодня и дальнейших успехов. Здорово, что к нам подключаются участники из других городов. Дарья, станет ли конкурс традиционным? Да, организаторы и учредители конкурса, и также члены жюри единогласно решили проводить данный конкурс один раз каждые 2 года. И данный конкурс станет традиционным. Здорово. Спасибо вам огромное, что пришли к нам этим утром. Конечно, желаем только успехов. Действительно, это здорово, что такой охват на всю Россию. И пусть языки никогда не умирают. Спасибо вам большое. А далее мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Саха сиринекен немекетигер тута хороллах алруса компания туладыр эйкене карыстыр. Ол тугар оңорон тахары табогун булгутчурастыр онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричествоны ылар. Туханылы битсердери чөлгөр төһерер. Саха сирин айылкатын нарыннам чекеретин уянын карыстыр сүдү кыгын билинет. Алруса Саха компанияда. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Рада зачитать сообщение, которое поступило к нам на наш WhatsApp номер. С новым днем. Не знаю, к сожалению, вашего имени. От всей души желаю всего самого хорошего. Катерина меня зовут. Хочу поздравить всех работников ЖКХ «Сервис», которые обслуживают микрорайон Борисовка-1 в лице директора Михайлова А.Н. Спасибо вам за заботу от лица жильцов, за человеческое отношение к нуждам стариков и ветеранов боевых действий. Пусть этот год для вас будет удачным. Такое замечательное пожелание этим утром. А далее слово я передаю своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Задачей номер 1 на ближайшие месяцы станет массовая вакцинация от коронавируса. Об этом заявил Айсен Николаев на первом совещании оперштаба в этом году. Глава Якутии заявил об улучшении эпидобстановки в республике. Однако он отметил, что наблюдается рост числа заболевших в некоторых районах, например, в Алданском и Мегино-Кангаласском. Айсен Николаев поблагодарил членов оперштаба, все структуры, задействованные в борьбе с коронавирусом, за работу в новогодние праздники. Заболеваемость в каникулы снизилась на 40%. Также глава поручил Кабмину совместно с Роспотребнадзором выстроить четкую маршрутизацию получения вакцины, в том числе разработать временные пункты для вакцинации в организациях, где работает более 1000 человек.
Более 136 километров федеральных автодорог Вилюй и Колыма отремонтировали и построили в регионе за прошлый год. По информации пресс-службы Упордор Вилюй введено в эксплуатацию 26 объектов строительства и ремонта. В рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры» в октябре открыли новые мосты через реку Тюкян длиной 267 метров и через реку Малая Бутуобая длиной 191 метр. Отмечается, что благодаря строительству этих объектов удалось обеспечить круглогодичное движение и ликвидировать понтонные переправы. Кроме того, завершили реконструкцию мостов через реки Улаханан, Мугур и Сасар-Юрях. Якутское кино выходит во всероссийский прокат. Фильм Дмитрия Давыдова «Пугало» впервые в истории региона покажут на экранах страны. По словам экспертов, он может стать самой кассовой якутской кинокартиной, которая заработает более 16 миллионов рублей. «Пугало» вошло в список самых ожидаемых фильмов 2021 года по прогнозу портала «Бюллетень кинопрокатчика». Премьера в кинотеатрах страны запланирована на 18 февраля. Между тем, еще одна якутская лента «Царь-птица» вошла в число главных фильмов десятилетия России, что тоже является очередным триумфом региональной киноиндустрии. И это говорит о том, что якутское кино, как кино из регионов, оно очень серьезно, как бы уже вышло на новый уровень, с нами считаются, да, за нами следят. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы наше кино дальше развивалось, и мы, достигнув определенных каких-то вот результатов, не почивали, скажем так, да, на лаврах и так далее, а двигались дальше. Время пришло, когда регионы тоже начинают как бы в направлении кино работать, потому что помимо Якутии, конечно, есть и другие национальные республики, где снимается кино. Но мы можем сказать честно, что мы одни из пионеров с момента создания кинокомпании «Сахафиль» с 90-х годов. То есть это как бы период, когда мы начинаем пожинать плоды, что неспроста, скажем так, организовали эту структуру, да, и нацелены, как бы вот готовились к тому, чтобы были свои кинопродукты, были свои авторы. Далее о спорте. Бойцы клуба «Сахарестлинг» ММА Узаир Абдураков и Октябрин Яковлев подписали контракты с лигой Eagle FC, которую возглавляет чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. После подписания контракта Узаир Абдураков из Тампонского района бросил вызов действующему чемпиону лиги GFC Мехди Дакаеву из Чеченской республики, представляющего клуб «Ахмат». Отмечается, что у якутского спортсмена 10 досрочных побед и 3 решением. А уроженец Сунтарского района Октябрин Яковлев провел 5 поединков. Он дважды финишировал соперников досрочно. Синоптики прогнозируют холодную погоду без осадков в начале первой рабочей недели в республике. Ночью температура воздуха в центре региона будет варьироваться от минус 48 до минус 53 градусов. Днем опустится до минус 44, минус 49, сообщили в якутском УГМС. В заречных районах на северо-востоке региона прогнозируют 51-56 градусов мороза ночью, днем минус 47, минус 52 градусов ниже нуля. На остальной территории Якутии местами ожидается небольшой снегопад. Температура воздуха составит 37-42 градусов ниже нуля. К этому часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. В этом году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам, к чему готовятся родителям первоклассников. И о других новостях управления образования нам сегодня расскажет Алексей Семенов, начальник управления образования города Якутска. Доброе утро. Доброе утро, Катерина. Алексей Климентьевич, что нового в приказе, что изменилось? В приказе Министерства просвещения под номером 458 у нас произошли изменения. То есть прием заявлений начинается с 1 апреля по 30 июня этого года. И в этот период подают заявления дети по закрепленной территории и дети, у которых есть братья и сестры в этих школах. К этой закрепленной территории относятся и льготники, и первоочередной категории. И школы после приема вот этих документов до 30 июня в течение 3 рабочих дней, это 3 по 5 июля, уже издают приказ о закреплении вот этих детей за этой школой. И уже по свободным местам прием заявления начинается не ранее 6 июля.
Вот такие изменения произошли в То этом есть году. по датам, да, Да. меняется? Ага. А если ребенок живет в незакрепленной школе, на незакрепленном участке, тогда? Если у него есть братья и сестры, которые учатся в какой-то другой школе, родители имеют право вот с 1 апреля подать заявление в эту школу. А если вот, братьев и сестер нет, то заявление придется подать уже 6 июля. А могут ли как-то отказать по каким-то причинам и что делать в этом случае? Школа может отказать только в одном случае, когда нету свободных мест. У нас в этом году вот планируется открытие 182 классов комплектов. По плану стоит, из них вот 52 класса вот, ну, с якутским языком обучения, ну, предварительно, и 130 с русским языком обучения. Это с учетом частных школ. А если заявок подано больше, чем планируется мест, тогда что делать в этом случае? Ну, по городу у нас по плану где-то 5000 детей будет в этом году. И практика жизни показывает то, что мы увеличиваем классы комплекты, то есть ищем места, где в школах можно открыть дополнительные классы. Также увеличиваем количество детей в классах. А изменилось ли что-то по подаче документов? Какими способами можно? Ну, так как приказ не учитывает особенности нашего города, у нас очень большая плотность в центральной части, то лучше подать заявление через портал образовательных услуг Республики Саха-Якутия. Иначе могут возникнуть спорные моменты, так как в некоторых школах у нас классы забиваются в течение 15 минут. Ну, после Нового года учащиеся возобновили учебу. Как началось второе полугодие в Якутии? Все ли школы возобновили работу? Дистанционное обучение у нас идет, конечно, трудно, но вот система образования обеспечила непрерывную работу, учебно-воспитательную работу. И у нас 12 школ учатся в очном формате, а остальные учатся в смешанном формате. То есть если где-то заболеваемость доходит до 20% в классах, то этот класс переходит на дистанционное обучение. И так посменно где-то сохраняем где-то 50% контингента в школах. И я хотел бы, пользуясь моментом, поблагодарить детей, которые сохранили активность во время дистанционного формата. Даже в летнее время дистанционным летней занятостью у нас было охвачено 12 тысяч детей, и наши дети даже открыли новый остров, которому дали имя Германа Степановича Титова, первого космонавта. Команда 31-й школы стала чемпионами России по киберспорту, поэтому успех у нас есть. И дистанционный формат, и есть еще другой момент, допустим, шаг в будущее, который идет в эти дни, прошло, да, охват детей достаточно большой. То есть в муниципальном этапе у нас участвовало более 600 детей. И на республиканском этапе от города участвовало больше 300 детей. Поэтому такой большой формат, они проходили только в больших крупных спорткомплексах. А сейчас в связи с тем, что дистанционный формат, он проводится уже более спокойно. Ну, мы почти год уже работаем, учимся в дистанционном формате. Какие-то итоги можно подвести среди школ? Итоги? Итоги у нас то, что сложно, но мы можем. Несмотря на дистанционный формат, замечательно сдают ЕГЭ у нас выпускники. У нас в прошлом году, благодаря тому, что у нас были осенние и зимние каникулярные школы, мы смогли добиться того, что успеваемость была 100%, и 14 наших выпускников стали 100-бальниками. И такие результаты говорят о том, что дистанционном, несмотря на то, что дистанционный формат, к этому формату я отношусь как к природному явлению, как к наводнению. То есть мы с этим живем, и мы стараемся обеспечить непрерывный учебно-воспитательный процесс.
Ну, если вернуться к нашей теме поступления в первый класс, как можно подать заявку? Как-то онлайн, через госуслуги? Каким способом? Ну, И нужно ли это делать вот заранее, заведомо? ну, сроки уже были оговорены с 1 апреля, да, по 30 июня. И способ подачи там тут электронный. Можно даже заявлением в школу обратиться через электронную почту. Там разных формы подачи заявления самые разные. Но еще раз повторяю, что для нашего города, так как у нас плотность очень большая, и заявление примерно, прием заявлений класса забивается в течение 15 минут. В центре города лучше подать через портал от образовательных услуг edu.e-yakutia.ru. Поэтому по городу у нас ситуация такая. Алексей Клименчевич, спасибо вам за участие в нашем эфире, плодотворной вам работы, отличного настроения. Напомню, в нашей студии был начальник управления образования города Якутска Алексей Семенов. Ну а далее мы прерываемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Саха сиринеке немекетигер тута хороллах алруса компания туладыр эйкене карыстыр. Ол тугар оңорон тахары табогун булгутчурастыр онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричествоны ылар. Туханыллы битсепдери чөлүгөр төһерер. Саха сирин айылкатын нарыннам чекеретин уянын карыстыр сүдү кыгын билинет. Алруса Саха компанияда. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Добро пожаловать в новый день, 12 января на календаре. Мы продолжаем наш эфир. Специалисты рассказали, для чего нужно выключать свои смартфоны на ночь. С точки зрения техники, выключение смартфона на ночь особого смысла нет, а вот психологический такой подход оправдан. В противном случае высок соблазн взять устройство с собой в постели и использовать в темноте. А это, согласно современным исследованиям, вызывает проблемы со сном, рассказывают в пресс-службе Роскачества. Если вы используете телефон в постели перед сном, включайте его на ночной режим в настройках телефона. Эта опция может называться по-разному. Режим чтения у Xiaomi и Night Shift у iPhone. Она изменяет спектр свечения на более желтый, снижая тем самым нагрузку на глаза. Такой подход способен сократить нагрузку на зрение, но нарушения сна, связанные с использованием телефона в темноте, он не устраняет. Свечение экрана даже в умеренном режиме все равно сохраняется, поэтому следует либо отключить устройство перед сном, либо отказаться от его использования за час до сна, советуют в Роскачестве. Также не следует оставлять телефон на зарядке всю ночь, пусть лучше он немного разрядится к утру, но зато не будет риска, что это негативно скажется на сроке службы аккумулятора. Раньше дружинников называли добровольной народной дружиной. Тогда охрана общественного порядка была общественной нагрузкой, за которую полагались небольшие бонусы в виде отгулов или дополнительных дней к отпуску. Сегодня подход к работе помощников полиции в корне изменился. В 2015 году был принят федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка. Так вновь появились понятия «дружинник» с соответствующими правами и обязанностями. О современных народных дружинах мы сегодня будем говорить с главным специалистом Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Максимом Федоровым. Максим, доброе утро. Доброе утро.
Расскажите нам о новом виде поддержки народных дружин. У нас с 2020 года появился новый вид поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка в виде материального стимулирования в размере 100 рублей за час работы и обеспечением форменной одеждой, специальными средствами для охраны общественного порядка. И следует отметить, что вчера был издан приказ Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики. Приказ объявляет об начале предоставления субсидий местным бюджетам из средств государственного бюджета республики в размере 12 миллионов 511 тысяч рублей. И особенностью в этом году следует отметить, что эта субсидия будет предоставляться непосредственно поселениям, муниципальным и городским поселениям. А в прошлом году мы предоставляли субсидии муниципальным образованиям и городским округам. А сколько на сегодня насчитывается дружинников по республике? По данным Министерства внутренних дел, в этом году в региональном реестре зарегистрировано 117 народных дружин и одно общественное объединение правоохранительной направленности в общей численности 1842 дружинника. Это в нескольких улусах, да? Да. Сколько улусов охватывает? Субсидия охватывает 21 муниципальный район. А кто может стать дружинником? Любой ли, кто захочет? Или какие-то требования должны быть обязательно? Дружинником может стать любое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Но есть определенные ограничения. Ограничением являются это именно, если в отношении лица осуществляется уголовное преследование или имеется судимость лица, либо дружинником не может стать лицо, имеющее психическое расстройство, наркотическую зависимость или алкогольную зависимость, а также дружинником не может стать лицо, имеющее гражданство иностранного государства. А куда можно обратиться, чтобы стать дружинником? Чтобы стать дружинником, обращаются в орган внутренних дел. До этого они обращаются за согласием главе муниципального образования. Глава муниципального образования рассматривает создание рабочей дружины, народной дружины. Потом, после согласия главы муниципального образования, сразу предоставляются все документы органу внутренних дел. А в чем заключается основная работа, направление народных дружин? Основным направлением работы народных дружин является именно содействие органам внутренних дел, именно полиции и иным правоохранительным органам по обеспечению общественного порядка. Ну, сокращенно мы называем ДНД, да? Да. Ага. Об алгоритме регистрации ДНД? По алгоритму регистрации ДНД сначала люди, решившие создать народную дружину, собираются и разрабатывают устав народной дружины и список учредителей. В список учредителей входят фамилия, имя, отчество и дата рождения, а также паспортные данные дружинников. Потом, после этого, они предоставляют все документы главе муниципального образования, как я уже упоминал об этом. Глава муниципального образования решает вопрос о создании. Если он согласует, то все необходимые документы передаются в орган внутренних дел. А какой пакет, перечень документов нужно иметь? Нужно написать заявление, да, еще? Да, заявление. К заявлению прилагается устав народной дружины, также копия согласия главы муниципального образования, копия согласия начальника территориального органа внутренних дел, также решение представительного органа, на территории которого будет функционировать народная дружина. Так. А можно ли как-то написать заявление онлайн или нужно обязательно написать от руки, отнести? Да, в онлайн можно подать документы в орган внутренних дел. В органу? И главе муниципального образования, соответственно. А в улусах также? В улусах также. А как долго вообще идет процесс регистрации дружины? Процесс регистрации дружины не такой уже долгий. Это в практике обычно месяц или полтора месяца. В течение месяца органы внутренних дел рассматривают создание народной дружины. Потом уже через 14 дней командир народной дружины вносит в региональный реестр
народную дружину о создании. А в одном сообществе, так скажем, Да. народных дружин, какое-то именно конкретное число должно быть дружинников или не зависит? Да. При создании народной дружины должно быть не менее 3 человек, 3 учредителей. Не менее 3 человек. Да. А девушки приходят в дружинники? Да, конечно. У нас есть ДНД в Северо-Восточном федеральном университете, к примеру. Там и студенты тоже участвуют в охране общественного порядка. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, наверняка многие заинтересовались, кто может вступить в ряды дружинников и что для этого необходимо. Ну, вступить в народные дружины может любой желающий, достигший 18-летнего возраста. Есть же ограничения. Ограничения касаются именно уголовного преследования, судимости, иностранное гражданство. Также дружинником не может стать лицо, имеющее непогашенную судимость, либо психическое расстройство или наркотическую или алкогольную зависимость. А может быть, какие-то льготы имеются, если, допустим, человеку 18 лет, как вы сказали, да, с 18 лет можно вступить, возможно, на учебе, в работе какие-то преимущества? Нет, ну, работа дружинника сама оплачивается в размере 100 рублей за час, а также предоставляется вся оформленная одежда и отличительная символика. Что ж, Максим, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Напомню, в нашей студии был главный специалист Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Максим Федоров. Отличного дня, плодотворной вам работы и ждем вас снова в нашей студии. Ну а далее знакомимся со свежим прогнозом погоды на день 12 января. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 48, минус 52 градуса. Днем ожидается минус 40, минус 48. В Заречье минус 47, минус 54 утром. Днем минус 43, минус 48. В Южных минус 38 утром, днем до минус 28 градусов. В Вилюйских Улусах минус 48-50 утром, днем минус 39, минус 44 градуса. В Нижнеленских минус 41, минус 46 утром, днем минус 42, минус 45 градусов. В Западных минус 40, минус 42 утром, днем минус 37, минус 44 градуса. В Колыме-Дигирских минус 33, минус 46 утром, днем минус 31, минус 42. В Янских минус 49, минус 50 утром, днем минус 36, минус 43. В Северо-Западных минус 21, 39 утром, днем минус 27, минус 37 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 50 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый, 0 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 44, минус 46 градусов. Актированный день сегодня, напомню, объявлен для учащихся с 1 по 11 классы. Давно не было так холодно, согласитесь. Ну, как говорят нам синоптики, всю неделю ожидается достаточно низкая температура. Но скоро весна, я думаю, все будет хорошо и потеплеет на улице непременно. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся завтра.